Ежегодно в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Интинском филиале общественной приемной главы Республики Коми проводится прямая линия. В этом году на вопросы горожан отвечала руководитель территориального отдела ЗАГСа Наталья Киселева. Каждый позвонивший мог проконсультироваться по различным направлениям. Большинство вопросов, поступивших во время прямой линии, касались смены фамилии, имени или отчества. Несовершеннолетних и их родителей интересует, как это сделать и сколько будет стоить. А также в каком возрасте подростки могут регистрировать брак. Несовершеннолетние действительно обращаются в органы ЗАГСа за переменой фамилии, имени, отчества. И с 14 лет с согласия родителей они могут произвести эту процедуру. Единственное, согласие родителей письменное обязательно. То есть родители также приглашаются. Исключением является, если кто-то из родителей лишен родительских прав, в этом случае их письменное согласие не требуется. Ну, естественно, если ребенок находится под опекой, то это согласие опекуна. И с 18 лет совершеннолетний гражданин уже может без согласия его законных представителей совершить перемену фамилии, имени и отчества. По заключению брака в регионе, в нашем, в Республике Коми, браки разрешены с 16 лет. Для этого необходимо разрешение органов местного самоуправления. И согласие родителей в этом случае не требуется. И основные условия для вступления в брак в таком возрасте – это беременность и общие несовершеннолетние дети. У нас были такие случаи, когда обращались, но в состоянии беременности невеста не находилась, поэтому они брака зарегистрировать не смогли. В некоторых регионах разрешено вступать в брак с 14 лет, и у нас иногда это спрашивают, но именно в Республике Коми только с 16 лет разрешено вступление в брак при условии. Вот, с 18 лет уже гражданин может без чьего-либо согласия по собственному желанию подать заявление и вступить в брак. Ну, в данном случае еще тоже многие спрашивают изменение фамилии. То есть женщина или мужчина даже может взять фамилию супруга, остаться на своей фамилии. И если фамилию избирает другую, то, соответственно, это влечет за собой замену паспорта и остальных документов. Отвечая на вопросы интинцев, Наталья Киселева сообщила о повышении с 1 января 2025 года размеров госпошлин за некоторые услуги органов ЗАГСа, в том числе за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств. Пошлина за регистрацию перемены имени, отчества или фамилии увеличится более чем в 3 раза – с 1600 рублей до 5000 рублей. Госпошлина в настоящее время за регистрацию брака составляет 350 рублей, но с 1 января 2025 года сейчас идет изменение размера госпошлины в некоторых видах государственной регистрации. За заключение брака госпошлина не изменится, она останется 350 рублей. За расторжение брака сейчас это составляет 650 рублей, будет 5000 рублей. То ли это по решению суда, то ли это по взаимному согласию. За справку сейчас госпошлина составляет 200 рублей, будет стоить 350 рублей. За повторный документ 350 рублей в настоящее время будет составлять 500 рублей. И за перемену фамилии 1600 в настоящее время будет составлять 5000 рублей. Ну и за внесение исправления изменений, когда формируется дело для того, чтобы внести исправление в актовую запись, сейчас госпошлина составляет 650 рублей, будет составлять 700. Сумма увеличивается, да, поэтому, естественно, кто еще не оформил развод, у кого есть решение судов или хотят подать на развод, то нужно торопиться и подать в этом году и оформить свои документы. Вообще документы нельзя откладывать на потом, потому что обязательно когда-нибудь настанет тот период, когда нужно будет срочно и сейчас. И мы постоянно сталкиваемся с этим периодом, когда кто-то хочет вступить в брак, но не оформил свой развод. Естественно, вступить в брак он не может до оформления расторжения брака и до получения свидетельства о расторжении брака. Поэтому всем нужно срочно обращаться в ЗАГС и оформлять свои документы. Деятельность ЗАГСа – это многогранная, интенсивная и ответственная работа. Каждый человек приходит в ЗАГС, чтобы зафиксировать важные события своей жизни. Рождение, заключение брака. Сюда обращаются по вопросам усыновления, установления отцовства, перемены имени, расторжения брака и смерти. Книги записей актов гражданского состояния содержат все этапы жизни каждого человека. Вообще государственная регистрация актов гражданского состояния – это полномочия
Российской Федерации. Это важное государственное значение имеет. Поэтому вот эти полномочия, они передаются органам ЗАГС. Поэтому ЗАГС имеет важное тоже государственное значение, исполняет важную государственную функцию, потому что подтверждает определенные факты действия, ли это либо события жизни граждан, рождение, брак, установление отцовства, да, которое доказывает о том, что отец внесен в графу актовой записи о рождении ребенка, развод, смерть. То есть рождается ребенок, он получает свои права. Умирает человек, его все правовые, да, последствия, там, его права прекращаются. Поэтому орган ЗАГС имеет очень важное значение в жизни каждого человека, так скажем, и начинает, и встречает его жизнь, так скажем, да, ведет его по жизни, это брак, развод, установление отцовства, усыновление, и, так скажем, заканчивает его жизнь, то есть выдает свидетельство о смерти. На данный момент многие детки появляются на свет не в Инте, а в Сыктывкаре или в Воркуте, так как врачи направляют беременных женщин рожать в разные родильные дома Республики Коми. Родители интересуют, имеют ли они право указывать в свидетельстве о рождении ребенка не тот город, в котором он родился, а где малыш проживает. Действительно, место рождения ребенка определяется его самим местом рождения. То есть в свидетельстве о рождении указывается то место, где он родился. Если мама поехала в Сыктывкар или в Воркуту рожать, то место рождения ребенка – это Воркута или Сыктывкар. Но в настоящее время в закон внесены изменения, и по желанию родителей место рождения может указаться по месту их жительства. То есть они подают заявление, и мы вместо, например, Сыктывкар-Воркута указываем им там. У нас уже есть такие случаи, когда родители пожелали, чтобы у ребенка было указано место рождения город Инта, и мы выдавали свидетельство о рождении. Родители развелись, ребенок проживает с мамой и больше не хочет иметь фамилию отца. Девочке еще не исполнилось 14 лет, и у нее нет паспорта. Как быть в данной ситуации? Она хочет, чтобы в паспорте уже была новая фамилия. А она с родителями не живет? Она живет с матерью. А отец? Отец нет, с ними не живет, у него уже другая семья. А он не лишен родительских прав? Нет, нет. Ну, все в одном городе проживают, да? Да. Ну, во-первых, девочке обязательно нужно получить паспорт, потому что, потому что в соответствии с положением закона об актах гражданского состояния, для того, чтобы 14-летний ребенок мог обратиться в ЗАГС за переменой фамилии, имени, отчества, он должен на руках иметь паспорт. И, к сожалению, я не знаю, будет ли это препятствием, но обязательно нужно согласие обоих родителей на изменения. Папа тоже надо спросить. Да, отец должен тоже дать согласие. Согласие это делать? Если он согласится от руки на листочке или что? Но они должны в ЗАГС вместе прийти. Да? Да. Вместе с ребенком, да, ребенок с паспортом, со свидетельством о рождении, мама с паспортом и отец с паспортом. Все обращаются в органы ЗАГС, от них берется заявление и производится перемена фамилии. Все это у вас, да? Да. А там справки с органа опеки, ничего такого не надо? Ну, если ребенку 14 лет нет, никаких справок не надо. В случае, если кто-то из родителей будет не согласен, это можно решать в судебном порядке. То есть суд может дать разрешение на изменение фамилии. Тоже и ребенок с 14 лет может обратиться в суд, если согласие родителей. Да. Ну, досудебно, я так думаю, что может быть все-таки в орган опеки, там, если очень сильное желание есть, да, может быть досудебно еще в орган опеки попробовать обратиться, да, для решения этого вопроса, как досудебное, да. Вот. А так, если все будут согласны, пожалуйста, приходите, пусть приходят в ЗАГС. Так, значит, этот вопрос надо решить. Да, и еще. А вы работаете каждый день? Мы работаем понедельник, вторник, среда с 9 до 5, с часу до 2 обед. Вот. Госпошлина предусмотрена за перемену 1600 рублей. Сегодня в этом году, еще пока до конца декабря, 1600 рублей за перемену и 350 рублей за любой выданный документ новый. С 1 января 2025 года госпошлина будет составлять 5000 рублей за перемену. Да. 5000 рублей надо. Да. И соответственно, да, за свидетельство о рождении, ей будет новое свидетельство о рождении выдано 500 рублей плюсом. Большинство услуг ЗАГСа сегодня можно получить в электронном виде с помощью портала госуслуг или МФЦ «Мои документы».